Из-за локальных перебоев водоснабжения население призывают бережно относиться к воде. В летние дни абоненты превышают все нормативы. Это можно оправдать жаркой погодой, но те, кто плюс 30 остаются без воды, не понимают такого расточительства. Бесконтрольное потребление ресурса выявляют в ходе рейдовых мероприятий. Представители Малгобекской администрации проверили автомойки города. Подробности в сюжете. Помидоры, огурцы, картофель – это не весь перечень овощей и ягод, которые выращивает на своем участке Абдулмажид Зариев. Правда, поливать все это ему нечем. Воды нет уже 4 дня. Сухой кран тому подтверждение. Сюда, во второй микрорайон, он переехал жить 12 лет назад. Тогда же вырыл и колодец, благодаря которому они спасаются всей семьей. بيجن ده ديون اشت ده از ياشته با كلوديس بس نجا خي حدوش عشت لي از كلوديس حق عادي ديون سنا قواتش بوس از ياشته با 90% 95% اش كلوديس بواتش بتيحه خي شاب ونخعه سخان از وسواخين شان ترب تخلر از كلوديس بيقاب ترب خلص ديون كلوديس مش دوخ ناخ اشت دي خي دواس دي خي دواس وكشت ادم خي بوات تعدي بخدي دياش كذي تعسمتوكم كذي خي حلوديهم ناكي تعسدوا حقلوش صوتي أيوخ أبيتي لالق. По словам представителя местной администрации Яраги Гантемирова, питьевая вода отсутствует у жителей Кавказской, Эльдиева и ряда других улиц. В остальной части города проблема не ощущается. Нам объяснили это тем, что микрорайон относится к Далаковскому водозабору, и там, возможно, случилась авария. Слабое поступление с Далаковского водозабора. Если там какой-то идет он через весь Малгобекский район, и протяженность большая. Если, допустим, порыв воды где-то в каком-то месте, в 3 селениях, допустим, Очелуках, Нижних, Верхних, Средних, то, конечно, вся линия закрывается. И поэтому вода сюда поступает по. А с городской стороны подача воды, тогда мы прекращаем подачу воды в город. В Малгобек-водоканале нам пояснили, что это временные трудности. Ситуацию они держат под контролем и предпринимают меры. Мы делаем подвоз воды. Путем автотранспорта водовозки приезжают, людям заливают, у кого есть колодец, заполняют колодцы, у кого колодцев нету, заполняют их тару, там баки с водой, под воду, которая у них выделена. Не секрет, что часто проблему нехватки воды создают сами жители, бесконтрольно оставляя краны открытыми. Много воды забирают и автомойки. Некоторые из них проверили представители городской администрации. Это расположено на одной из центральных улиц. Здесь отстаивается система у них, и их дают сдуться. Вот это еще в прошлом году, когда вот это весь процесс был, вот тогда мы сделали, они это сделали. Было дано поручение всем заправкам сделать это. Но, к сожалению... Мойкам, да? Мойкам. Мойкам. Всем мойкам было дано поручение сделать так, чтобы воду использовать повторно. А как они это делают? Они фильтруют ее? Да. У них стоят там система, там подведенная была вот так. Сейчас я посмотрю, если узвали СДТВ. И вот это было единственное, которая, значит, мойка использовалась. Здесь у них емкость была, и они все ее делали. Ибрагим Евлоев – владелец этой самой автомойки. По его словам, он 3 года назад установил систему биологической очистки воды. По сути, он, фильтруя, использует одну и ту же воду. Там фильтрация стоит, бактерии бросаются периодически, и песок меняется. 3 колодца. То есть питьевую воду вы не расходуете здесь, можно сказать? Нет, обратно. Она обратно. Вот по-любому добавляется, конечно, вода. Всю ее нельзя пользоваться. Вот это единственная была, которая... А сколько здесь боксов вот таких? 2. Представитель администрации заверил нас в том, что практически все мойки в городе закрыты. Наша съемочная группа захотела в этом убедиться. Нас направили на автомойку, которая не функционирует уже несколько лет. Территория вокруг нее заросла бурьяном. И так далее. 2-я, 3-я, все мойки закрыты. Странным нам показалось и то, что на подъезде к еще одной автомойке представитель муниципалитета пытался ее закрыть сам. Она стирает ковры. Машины нету? Ну, я подходил, видел, что вы сами вот так пытались закрыть эту дверь. Я камень отодвинул сюда, чтобы это... Вот, видишь, ковры. Вот она, ковры. Машин нету, ковры стирают. Почему ты стираешь? А вот в виде камеры я не буду давать снимать. Можете ответить нам, у вас питьевая вода расходится? Ай, хатсун, сахам хатсун. Хозяйник алха, ай башля дали. Узвиз. Хозяин. Ну что, можете с ним связаться? Хатсун, номер. Сейрым холмис ос. Ну, все понятно.
Аил я, ковры стирает. цахам хатбекият, щи мылем мойкиш, так оливажешь. Масна холтра еке. Он отчет делаешь, согласен, ты за собой следи. Понимаешь ты? В ходе проверки большинство моек в 12 часов дня были закрыты. Следует отметить, что за исключением жителей обозначенных улиц на отсутствие воды никто не жаловался. Ну а там, где ее нет, как заверили в местной администрации, проблема решается подвозом воды. Адам Мережков, Асхаб Киев. Новости 24.